Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Қазақстан Қарағанды телеарнасының тікелей эфирінде өңірлік коммуникациялар қызметі брифингтер топтамасын әрі қарай жалғастырады. Осы орайда біздер 5 институционалды реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам ұлт жоспарының іс жүзінде асырылуы жайында облыс қалаларының әкімдерімен жүздесуді ұйғарған болатынбыз. Добрый день, уважаемые представители масс-медиа. Добро пожаловать на площадку региональной службы коммуникации. Мы продолжаем серию брифингов, посвященной плану нации 100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ. И сегодня у нас в гостях город Сатпаев. Аталған тақырып бойынша бүгінгі брифинг қонағы Сатпаев қаласының әкімі Ыдырысов Асқар Абылайұлы баяндап беретін болады. Құрметті Асқар Абылайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті баспасөз конференциясының қатысушылары. Мемлекетіміздің алдағы дамуы мен халықтың әлеуметтік тұрмыстық жағдайын жақсартуға бағытталған елбасы жолдаулары мен елдің келешекке бойын түзейтін даму жоспарларының аймағымызда іске асырылуы жағдайлар жайында ақпарат беру мүмкіндігі туып отырғанына қуаныштымын, әрі сол үшін ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін. Сіздердің назарларыңызға ұлттық жоспар аясында атқарылған жұмыстардың барысы туралы ақпаратты ұсынамын. История города Сатпаев неразрывно связана с открытием медных месторождений. В 1954 году для их освоения был построен рабочий поселок Никольский, на базе которого был образован город, носящий сегодня имя великого ученого-геолога, академика Канаша Имантовича Сатпаева. Сегодня Сатпаев – это динамично развивающийся город, в нем живет и трудится 70 тысяч человек. Институциональные реформы, проводимые во исполнении плана нации 100 конкретных шагов, нашли свое отражение в нашем городе. По первому направлению – формирование современного государственного аппарата. Количество госслужащих в местных исполнительных органах города составляет 100 человек. В этом году мы провели 21 открытый конкурс, в результате которого 9 человек у нас впервые поступили на государственную службу, а 12 из них заняли вышестоящие административные должности, что свидетельствует о развитии принципов меритократии и карьерного продвижения работников на основе оценки их профессионализма. В плановом режиме в региональном центре переподготовки и повышения квалификации прошли обучение 26 госслужащих, 10 человек пройдут обучение до конца года. Для координации работы молодых специалистов создан и действует Совет наставников. В целях предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений во всех государственных органах установлены телефоны доверия, в средствах массовой информации ведутся специальные рубрики. По второму направлению – обеспечение верховенства закона. Хочу остановиться на работе местной полицейской службы, в состав которой входит 112 сотрудников. С момента создания службы усилена была профилактическая работа с целью обеспечения охраны общественного порядка и нулевой терпимости к мелким правонарушениям. На сегодняшний день сотрудниками службы проведено более 80 сходов с жителями. Выявлено и привлечено к административной ответственности 4926 человек или на 10% выше результатов прошлого года. Практическую помощь в этом оказывается программа «Соседский присмотр», а также Институт общественных помощников, с помощью которых в этом году пресечено 19 правонарушений. По инициативе местной полицейской службы во всех крупных торговых точках установлены камеры наружного видеонаблюдения. В результате работы службы общее количество преступлений за 8 месяцев снижено у нас на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках третьего направления ведется поступательная работа по индустриализации и повышению экономического роста города. Горнодобывающая отрасль является основой экономического роста. При этом городообразующее предприятие корпорации «Казахмыс» производит более половины объема промышленности и является основным работодателем в регионе. По итогам 8 месяцев текущего года объем добычи медной руды составил 1,1 миллионов тонн или на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В текущем году запущено новое желандинское месторождение, продолжается добыча руды на руднике Сароба, планируется активная эксплуатация месторождения Жаман-Айбат-2. Всего этих запасов хватит как минимум на 40 лет, что свидетельствует о наличии дальнейшей перспективы развития промышленного производства в регионе. В районе обогатительной фабрики номер 3 в следующем году планируется строительство завода по переработке окисленной руды желандинского месторождения в катодную медь методом выщелачивания. Проектная мощность завода составит 846 тысяч тонн руды и 5 тысяч тонн катодной меди в год. При строительстве завода будет создано 260 рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию 122 рабочих места.
Высокие показатели наблюдаются и у системообразующих предприятий. Это Казахмыс Maintenance Сервис, Надежность и Долговечность, Рудсервис, Касс-центр Наладка, которыми за отчетный период оказано услуг на сумму более чем 23 миллиарда тенге, что в 6 раз выше уровня прошлого года. В рамках карты индустриализации реализуются два проекта общей стоимостью 325 миллионов тенге с созданием 43 рабочих мест. Это Рудсервис по производству компрессорных установок и ИП Гелисханова по производству роликовых опор. В текущем году в целом наблюдается рост предпринимательской активности. За отчетный период запущены за счет собственных и заемных средств, в том числе по дорожной карте бизнеса 2020, 16 объектов бизнеса, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Объем вложенных инвестиций возрос в 6 раз и составил 757 миллионов тенге, создано 79 рабочих мест. Банком Центркредит одобрен проект по расширению и модернизации птицефабрики крестьянского хозяйства Ахтямов мощностью до 75 тысяч голов кур-несушек, общей стоимостью 56 миллионов тенге. В настоящее время завершена работа по монтажу и наладке оборудования, осуществлен закуп 28 тысяч голов цыплят. Кредитным товариществом УЛАР одобрен проект по созданию животноводческого комплекса ИП Шиндин на 50 голов крупного рогатого скота мясного направления общей стоимостью 20 миллионов тенге. Прорабатывается реализация еще 3 проектов общей стоимостью 305 миллионов тенге с созданием около 60 рабочих мест. В результате проводимой работы количество активных субъектов малого и среднего бизнеса в этом году возросло на 10%, численность занятых в данном секторе возросла на 5% и составила 4956 человек. Объем произведенной продукции субъектами малого и среднего бизнеса составил 3,6 миллиардов тенге или 106% к соответствующему периоду прошлого года. Продолжается также работа по недопущению необоснованного роста цен на основные продукты питания. С целью расширения доступа горожан в этом году мы место дислокации городской ярмарки перевели с рынка Осель в центр города около универсама. Всего за отчетный период проведено 39 ярмарок с суммой реализованной продукции на 270 миллионов тенге. Также проведены 2 акции «Зеленый караван», в рамках которых реализовано по низким ценам 62 тонны плодовочной продукции на сумму 5 миллионов тенге из Южного Казахстана и других регионов Караганинской области. В текущем году также открыт социальный павильон, где цены на социально значимые продукты регулируются меморандумом между акиматом и индивидуальным предпринимателем Алимухаметовым. В данном направлении нам помогают также и местные товаропроизводители. В текущем году фермерское хозяйство 1 увеличило посевные площади и получило с 8 гектаров 50 тонн картофеля, 20 тонн арбузов, 15 тонн дыни, которые были реализованы по ценам ниже рыночных в торговых точках и на нашей городской ярмарке. С целью обеспечения продовольственной безопасности в городе за долгие годы возрождено огородничество. Всем желающим была предоставлена возможность для посадки картофеля и бахчевых культур на земельном участке площадью 2 гектара. В результате всей этой проведенной работы мы сейчас наблюдаем снижение цен по 10 наименованиям продукции. Это на крупу гречневую, на говядину, на баранину, яйца, капусту, лук, свеклу, морковь, картофель и сахар. В рамках реализации комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Лутавского района для переселения жителей поселка Жезказган ведется строительство многоквартирных домов и инженерно-коммуникационных сетей к этим домам на сумму 8,5 миллиарда тенге. На сегодня из 15 домов введено в эксплуатацию 9 домов на 460 квартир. До конца года планируется ввести оставшиеся 6 домов. В результате 805 семей будут обеспечены новым жильем в центре города. Общая площадь введенного на сегодня жилья составляет 32 тысячи квадратных метров, что в 6 раз выше уровня прошлого года. Также в этом году начато строительство еще 25 многоэтажных домов с завершением в следующем году. Следует отметить, что на стройплощадке задействовано более 1000 человек, что позволяет обеспечить дополнительную занятость населения, а доля казахстанского содержания используемых строительных материалов составляет 90%. В целом, строительство нового микрорайона в условиях финансового кризиса дает дополнительный импульс для развития экономики города, создаются новые рабочие места, развивается сфера торговли и услуг, расширяется налогооблагаемая база.
Наряду с этим, во исполнение поручения главы государства прорабатывается реализация проектов строительства жилья по программам Байтерек Девелопмент и Жилстрой Сбербанка, направленным на снижение очередности на получение жилья из Государственного жилищного фонда. В настоящее время заявлено 2 готовых проекта на получение финансирования в текущем году для строительства 18-квартирного жилого дома по улице Муратбаева и 16-квартирного дома в 7-м микрорайоне. Также готовится заявка на получение финансирования для строительства в следующем году 56-квартирного жилого дома в 7-м микрорайоне. Все вышеперечисленные результаты отражаются в положительной динамике финансовых показателей бюджета. Так, за 8 месяцев текущего года в доходную часть городского бюджета поступило 9,9 миллиардов тенге, перевыполнение плана составило 2%. По собственным доходам поступления составили 1,8 миллиардов тенге с перевыполнением плана на 9%. Исполнение расходной части городского бюджета составило 8,7 миллиардов тенге или 93%. Определенная работа проведена по легализации имущества и приватизации объектов коммунальной собственности. На сегодня легализовано 29 коммерческих и жилых объектов на общую сумму 682 миллиона тенге. Это 3-й показатель по области. Из подлежащих приватизации 2 объектов коммунальной собственности реализовано 49% доли государства в ТО «Тазалык-2020» на сумму 771 тысяча тенге, а в 2017 году планируется реализовать 100% долю государства в ТО «Редакция Сатпаевской городской газеты «Шарайна». С целью создания комфортных условий для проживания горожан значительная работа проводится по развитию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству города. С учетом не раз поднимавшихся жителями вопроса по снижению тарифа на эксплуатационные услуги ЖКЦ ТО «Сат-Тазалык», нами совместно с названной компанией данный вопрос был рассмотрен. В результате с 1 марта тариф был снижен с 34 до 25 тенге за 1 квадратный метр или на 26%. Жителям 239 двухэтажных домов, не имеющих подвальных помещений. Также с начала года мы совместно с членами общественного совета практически обошли все дворы микрорайонов города, в ходе которых, конечно же, выявили множество проблемных вопросов и замечаний жителей. В целях систематизации этой работы мы составили график, внедрили формат еженедельных отчетов КСК и ЖКЦ перед населением на площадке акимата, что позволило нам выявить реальную картину состояния дел по каждому дому и совместно с жителями выработать необходимые меры. Наряду с этим в акимате открытая действует горячая линия по WhatsApp мессенджеру, на которую может обратиться каждый житель и отправить конкретные факты даже с приложением фото и видеоматериалов. На сегодня мы имеем уже конкретные результаты. Из выявленных 94 замечаний уже решено 87 или более 90%. Так, отремонтировано 17 кровель, восстановлено 19 надподъездных козырьков, проведен ремонт 43 подъездов, покрашено 509 подъездных дверей. Данная работа сейчас активно продолжается. Также в текущем году по программе модернизации ЖКХ осуществлен капитальный ремонт 5 жилых домов на сумму 72 миллиона тенге. За счет бюджетных средств отремонтировано 34 детских игровых площадок, 17 футбольных полей и 4 многофункциональных корта. В то же время, с учетом замечаний жителей, мы акцентировали внимание на вопросах ремонта дорог и озеленения города. Так, объемы текущего ремонта дорог увеличены были в 3 раза. На данный момент завершен ремонт 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна, а оставшиеся 10 тысяч квадратных метров мы планируем закончить до конца октября текущего года. В целях обеспечения поливом зеленых насаждений ведутся работы по восстановлению имеющихся и строительству дополнительных линий поливочного водовода вдоль 5 основных улиц города. В рамках реализации задачи по повышению энергоэффективности на теплостанции номер 1 предприятия теплоэнергетики российской компании «Политехэнерго» проведена модернизация 4 котлов, что позволило увеличить мощности производства тепла до 85 гигакалорий в час каждого котла. В настоящее время разрабатывается 5-летняя инвестиционная программа Сатпаевского предприятия тепловодоснабжения, предусматривающая ремонт и модернизацию инженерных сетей, что позволит значительно сократить потери на сетях. В рамках реализации политики энергосбережения в этом году акиматом привлечены инвестиции через проект программы развития ООН «Устойчивые города для низкоуглеродного развития». Сатпаев стал одним из первых пилотных городов, которому выделяется грант на дворовое освещение 150 подъездов многоэтажных домов. Реализация данного проекта будет проведена до конца ноября текущего года.
Также при поддержке ПРООН прорабатываются вопросы модернизации уличного освещения и освещения учебных заведений на принципах государственно-частного партнерства. Для этого привлечены инвесторы ТО «Гринтек» и ТО «LED System». Кроме того, по инициативе Акимата города, при поддержке Министерства по инвестициям и развитию, ПРООН и Глобального экологического фонда с 1 по 4 ноября текущего года планируется проведение Республиканского форума энергосбережения и устойчивого развития городов с участием депутатов парламента, представителей министерств и местных исполнительных органов, общественных организаций, международных организаций, бизнес-структур. Определенные положительные результаты достигнуты и в сфере образования. По сравнению с прошлым годом показатель ИНТ вырос на 3,1 балла и составил 79,9 баллов. Качество знаний по школам города составило 60%. Из 3 претендентов на аттестат с нагрудным знаком «Алтын белгі» 2 подтвердили свои знания, 10 выпускников получило аттестат с отличием. В текущем году по программе «Нурлы жол» построена и введена в эксплуатацию средняя школа на 600 мест. Детские сады и мини-центры в городе посещают 3338 детей. Охват детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием составил 100%. Совершенствуется содержание дошкольного воспитания. Наряду с казахским и русским языками дети изучают английский язык, занимаются исследовательской деятельностью. В 7 дошкольных организациях проводится работа по внедрению 3 педагогических проектов: «Здоровый малыш», «Психология дошкольника», «Жас-лингвист». Второй год в детском саду номер 29 реализуется областной проект «Заочный детский сад», а в номере 23 школа молодых родителей. Что касается сферы здравоохранения, то в текущем году нам удалось решить ряд вопросов, связанных с улучшением материально-технической базы Центральной городской больницы. До конца года будут приобретены рентген-аппарат, УЗИ, ФГДС на общую сумму 97,3 миллиона тенге. Более чем в 2 раза увеличено обеспечение лекарственными препаратами. Снята кредиторская задолженность, которая сохранялась последние 2 года. Выделены средства на разработку ПСД для проведения капитального ремонта здания больницы. В городской поликлинике усовершенствована работа регистратуры и справочного бюро, внедрена электронная очередь. Вместе с тем, в данной сфере одной из основных проблем остается нехватка медицинских кадров, прежде всего врачей. В этой связи мы усилили работу в данном направлении. Если в прошлом году было привлечено 5 молодых специалистов, то в этом году привлечены и приступили к работе 13 вновь прибывших врачей. Также с целью привлечения кадров 4 выпускника Карагандинского медицинского университета обучаются в интернатуре и резидентуре за счет городской поликлиники, а также за счет собственных средств СВА Ахметова и Лекерова. В рамках реализации задачи по осуществлению социальной помощи через усиление ее адресного характера с начала года стартовал пилотный проект «Урлев», направленный на поддержку социально нуждающихся слоев населения, согласно которому помощь оказывается при условии участия лиц трудоспособного возраста в активных мерах занятости. В рамках данного проекта оказана помощь 22 семьям на сумму 4 миллиона тенге. Всего в текущем году на постоянные и временные рабочие места трудоустроено 2381 человек, при этом часть из них было трудоустроено на стройплощадках нового микрорайона по программе «Стройотряд». На общественные работы за отчетный период был направлен 401 человек, что выше на 15% по сравнению с прошлым годом. 4-ші бағыт біртектілік пен бірлік бойынша. Қаламызда 6 этномәдени орталық өз жұмысын жасайды. Қала көлемінде аталып өтілетін барлық мәдени және қаланың қоғамдық саяси бағыттағы ауқымды іс-шараларына белсенділікпен қатысады. Олардың жұмысын бір орталыққа біріктіретін ұзақ мерзімді әлеуметтік жоба «Достық үйі» ашылды. 3 тілдік жобасы бойынша қалада мәдени сауық орталығы жанынан мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйым мамандарына, сондай-ақ тұрғындар арасында мемлекеттік тілді оқуға ниет білдіргендерге үшін әдістемелік көмек көрсететін оқу әдістемелік кабинеті құрылып жұмыс жасап келеді. Мемлекеттік тілді оқыту бойынша қамтылу деңгейінің өсуі байқалады. 2013 жылы 153 тыңдаушы болса, 2016 жылы 165 тыңдаушыға өскен. Сонымен қатар қазан айынан бастап 14 адам ағылшын тілін оқуға ниет білдірген. 5 институциялық реформаларда ақпараттық сүйемелдеу және әрі қарай дамыту бойынша қалалық бұқаралық ақпарат құралдарына арнайы айдарлар ашылған. Бұл бағытта СТА телеарнасында сұхбат алаңы, біздің мақтанышымыз, Қаныштың қаласы бағдарламалары жарық көрді. Жалпы 70 видеосюжет көрсетілсе, Шарайна газетінде
әлеуметтік желілерде және әкімшіліктің ресми сайтында ұлт жоспары 100 нақты қадам мәңгілік елдің ұлы жоспары атты арнайы айдарларда 90-нан аса мақала жарық көрді. По пятому направлению формирования подотчетного государства. Информация о реализации государственных и правительственных программ, отчет Акима перед населением и депутатом освещается на официальном сайте Акимата города satpaev.gov.kz. В целях реализации закона о доступе к информации на веб-сайте на постоянной основе действует блок Акима. На сегодня поступило 28 обращений от граждан. В текущем году открыта мобильная версия сайта для упрощения доступа граждан. Отдельным блоком на сайте размещены стандарты и регламенты государственных услуг, образцы заявлений и порядок обжалования. За 8 месяцев текущего года оказано 27 296 госуслуг, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жалоб со стороны услугополучателей не поступало. Кроме того, для установления обратной связи с населением Акимат города эффективно использует популярные социальные сети, такие как Facebook, WhatsApp, ВКонтакте. С февраля текущего года действует городской общественный совет, при котором созданы 2 комиссии по экономическим и социальным вопросам. За отчетный период общественным советом проведено 12 заседаний, 1 общественное слушание, рассмотрено 7 проектов нормативно-правовых актов и заслушано 7 отчетов руководителей госорганов. Сегодня можно отметить, что деятельность общественного совета способствует усилению активности и инициативы населения и помогает нам выработки рекомендаций по общественно значимым вопросам. Уважаемые журналисты, в своем докладе я сегодня осветил основные направления нашей работы по выполнению плана наций. Работа в данном направлении продолжается. Назар аударып, көңіл бөлгендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Құрметті Асқар Абылайұлы, мәлімдеме жасағаныңызға көп рахмет. Енді журналистер қауымына Сәтпаев қаласының әлеуметтік экономикалық бағыт-бағдар бойынша нақты мәліметтер берілді. Құрметті әріптестер, енді сауал-жауап сессиясына өтуге ұсыныс білдіріледі. Уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопрос-ответ. Пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте, из газеты «Индустриальная Караганда», корреспондент Светлана Сбродова. Я хотела бы узнать, как ведется контроль за строительством новых домов в микрорайоне, потому что на вашем сайте мы читали, есть жалобы относительно качества. Вот люди недовольны, что там отопление недостаточно, там еще какие-то проблемы. Вот скажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Да, у нас сейчас введено в эксплуатацию 9 домов, но контроль за качеством у нас ведется. Для этого есть технический надзор, есть авторский надзор. Все они присутствуют на стройплощадке, поэтому контроль мы ведем в этом направлении очень строго. Что касается дефектов, да, вот по некоторым домам бывают дефекты, но для этого мы приглашаем подрядчика, приглашаем жителей, составляется дефектная ведомость, и согласно этой дефектной ведомости устраняются недостатки. На сегодня мы эту работу проводим, и дефекты все устраняются. Пожалуйста. Еще вопрос по поводу обеспечения одноклассников учебниками. Вот тоже мы почитали на вашем сайте вот такие жалобы. Да, такой вопрос у нас возник, но в настоящее время учебниками мы дополнительно профинансировали, и учебниками все будут обеспечены. Там небольшое отклонение. Это просто почему возникло? Потому что люди, которые сначала говорили, что они пойдут в нулевой, потом передумали и сказали, нет, они пойдут в 1 класс. И поэтому возникла вот такой недостаток. Сейчас мы данный вопрос решили. Полностью, да, полностью. Бесінші арна. Бесінші арнадан Бақытгүл Матова. Жаңа міне айтып өттіңіз, Сароба кенішінде кен орны ашылды деп. Қанша адам жұмыспен қамтылды? Бұл жерде қандай кен орны, қандай өндіріс өндіріледі? Сосын екінші сұрақ, айтып өттіңіз, жаңағы сіздің қалада медициналық мамандар тапшы деп. Осы орайда қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр, және мамандарды баспанамен, басқадай әлеуметтік көмектермен қамтамасыз етесіздер ме?
жас мамандарға баспана берілер ма сіздерге барғанда? Рахмет. Енді кен орны, мынау Жыланды кен орны ашылды. Енді айтып кеттім ғой, қазір келесі жылы по переработке окисленной руды дейміз ғой, Желандинского месторождения, сол жұмыстар басталады. Онда 122 жұмыс орны ашылады. Енді медицина туралы да мен докладта айтып кеттім. Былтыр 3 специалист келсе, биыл 5 специалист. Былтыр 5 специалист келсе, биыл 13 маманды біз алып келдік қалаға. Сонымен енді біраз шаруа шешіліп жатыр. Баспанамен қамту мәселесі. Баспана жағда, оны қарастырып жатырмыз қазір. Соцпакет дейміз ғой. Оны бәрін қамтимыз. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Қымбатты Асқар Абылайұлы, бұл Сәтпаев қаласы менің білуімше тек кеннің қордасы емес, бұл мәдениет пен өнердің ордасы. Бұл қалада кезінде қазақтың жезгиге атанған Кәкімбек Салықов ағамыз еңбек еткен, өзіңіз білесіз. Бұл қалада шындықты шырқаған Шынболат Ділдебаев ағамыз еңбек еткен, орыс тілді Николай Глинкин, Петр Саплин деген секілді мықты ақындар бар. Басқа да өнердің үлкен тұлғалары өсіп өнген қала. Мен осы жаңа сіздің баяндамаңызда мәдениет пен өнер туралы айтпадыңыз, сондықтан мәдениет пен өнер туралы білгім келіп тұр. Қалада осы мәдениет пен өнер өкілдеріне қамқорлық, мәдениет пен өнердің жалпы дамуы туралы айтып өтсеңіз. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Бүгінгі күні бұл салада ауқымды шаралар атқарылып жатыр. Айтар болсақ, биыл сәуір айында біз Ерден Сандыбайұлы атындағы республикалық қобызшылар байқауын өткіздік. Ал ел тәуелсіздігінің 25 жылына орай осы желтоқсан айында облыстық жас ақындар байқауын айтысын өткіземіз. Келесі жылы Шынболат Ділдебаев деп айтып жатсыз ғой. Шынболат Ділдебаевтың 80 жылдығына орай облыстық жыршы термешілер байқауын ұйымдастыруды көздеп отырмыз. Тағы да енді басқа да жаңа жобаларды қарастырудамыз. Жақсы, рахмет. Шарайна газета. Айгуль Тутеева, корреспондент Сатпаевской городской газеты «Шарайна». Оскар Аблаевич, я хотела бы узнать, вот чуть более 2 месяцев назад, с 1 августа, в городе Сатпаев выросли тарифы на тепло и воду. Скажите, с чем в первую очередь это было связано? Это первый вопрос. И второй мой вопрос. Учитывая сложившуюся ситуацию в целом в мире и в нашей стране в частности, я хотела бы узнать, какая конкретная работа проводится в городе по профилактике нетрадиционного ислама. Спасибо за вопросы. По первому вопросу, да, рост тарифа имел место, но скажу, что мера эта была вынужденная, так как за последние 10 лет тариф практически не менялся. И его себестоимость, то есть тепло покупалось намного ниже себестоимости его. То есть если предприятие СПТВС покупало тепло по 2831 тенге за 1 гигакалорий, то продавало его населению по 2059 тенге. Конечно, в данной ситуации возникает вопрос вообще дальнейшего существования предприятия тогда. То есть здесь, поэтому мы провели ряд обсуждений с населением, то есть все это согласовали и вышли с заявкой на новый тариф. Нам тариф утвердили, но хочу сказать, что тариф мы получили на достаточно комфортном уровне. То есть он даже ниже, чем в других городах области. Поэтому сейчас ПТВС наши проводят, еще разрабатывает 5-летнюю инвестиционную программу. Дальше мы будем, конечно, работать над вообще развитием предприятия. Есть убытки, которые надо погашать. Поэтому эта мера была вынуждена, и, в принципе, мы с населением это все согласовали. А религиозная ситуация? По религиозной ситуации.
Да, имеет место, конечно, у нас в городе есть такие представители, но проведенный анализ религиозной ситуации в городе показал, что основной причиной все-таки вот вовлечения в этот нетрадиционный ислам является религиозная неграмотность. При этом наиболее подверженными остается молодежь от 14 до 20 лет, которые в силу незнания легко вовлекаются представителям НРТ, в том числе через социальные сети, где в основном как раз таки сидит молодежь. Что мы сделали в этом направлении? Значит, была создана информационно-разъяснительная группа из числа имамов, профессиональных теологов, видных общественных деятелей и активистов. То есть было проведено более 100 встреч коллективных с охватом более 5000 людей. Здесь, значит, они прошли все школы, все медучреждения, то есть где находятся массовые скопления людей. Кроме того, при Акимате был создан и действует информационно-консультативный центр по делам религии, в штате которого тоже имеются профессиональные теологи и психологи, которые, как правило, ведут адресную работу с этими представителями. Также действует общественный фонд «Ахниет», который, теологи тоже, которые помимо адресной работы еще проводят курсы арабского языка с целью повышения уровня знаний и грамотности у представителей так называемых НРТ. Ну, здесь мы используем различные методы. То есть мы вот начали сейчас выпускать и распространять брошюры, буклеты, даже используем коммунальные квитанции, где мы говорим не только об основах традиционного ислама, но в то же время там приводим конкретные факты, примеры последствий от этих нетрадиционных течений. Поэтому эта работа сейчас активно нами проводится. В результате мы в этом году наблюдаем положительную динамику, снижение количества нетрадиционных течений. И надеемся, что все эти меры помогут нам этот вопрос решать. Құрметті Асқар Абылайұлы, осы мәселені қазақ тілінде бір-екі ауыз айтып өтсеңіз. Тариф туралы ма? Жоқ, Сәтбаевтағы діни ахуал туралы. Но мынау діни ахуалында енді айтып кеттім. Бізде орталығымыз бар. Сол орталықтың ішінде теологтар бар, психологтар бар, жұмыс істейтін осы категориямен. Тағы да Ақниет деген общественный фонд бар. Олардың да теологы адресно жұмыс істейді халықпен. Сонымен бірге брошюра, буклет шығарамыз. Коммунальный квитанцияда да оны да пайдаланамыз. Соның ішінде барлық ақпаратты береміз. Керекті барлық ақпаратты береміз. Жақсы, рахмет. Сұрақ бар ма? Бірінші Қарағанды. Бірінші Қарағанды телеарнасынан соң Жаңабек Наров. Жезқазған мен Сәтбаевтың аралығында Кеңгір деген ауылда бұрылыс бар екен, сол жерде бұрылыста белгі жоқ дейді, бұрылады. Сол жерде көп жол апаты болады екен. Сосын сол жолда екі қабатты үйлер бар, сол екі қабатты үйлердің ішінде аялдамада шам жарығы, ешқандай шам жарығы жоқ дейді. Шам жоқ. Қай жерде ол? Сәтбаев пен Жезқазғанның жолында, трассасында. Екі қабатты үйлер бар, сол үйдің үстінде шам жоқ дейді. Жезқазған жата ма? Ол енді Жезқазған жолы, Жезқазған жаққа жатады шығар ол енді. Сәтбаев пен ненің жолы екен негізі. Кеңгір енді Жезқазғанға жатады ғой енді. Шамды айтсақ, шам бар. Жолдың басында барлық шам. Екі қабатты үйлер бар екен сол жерде. Сол тұста екі қабатты үйлер бар екен, сол екі қабатты үйлердің үстінде аялдама бар дейді. Жеке аялдама бар екен, сол Сәтбаев жағындағы аялдама. Сол аялдаманың үстінде. Ол Жезқазғанға қарайды. Ол жерлер. Тағы сұрақ бар ма? Будут ли еще вопросы? Пожалуйста. Караганда. Информационный портал Караганда, корреспондент Ксения Бескаравайная. В своем докладе вы сказали, что запасов полезных ископаемых хватит на ближайшие 40 лет. А как будет существовать город, когда эти запасы закончатся? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, эта геологоразведка, она продолжается, она не может быть завершена. То есть пока планы такие. Но геологоразведка и запасы
они могут дальше разведываться. Поэтому мы уверены, что этих запасов достаточно для жизни города. Но жизнь города не ограничивается только освоением этих запасов. Здесь работает у нас и системообразующие предприятия, работает и малый и средний бизнес. Поэтому и строительство ведется, вот как я вам говорил. Вот строительство мы переселяем жителей поселка, на этом месте дальше пойдет разведка запасов. Понимаете? Здесь нельзя говорить, что вот именно в какой-то день это все закончится и город просто там перестанет там работать. Поэтому здесь это вся работа необходимая проводится. Пожалуйста. Сәтпаев телеарнасына. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, уважаемый Асқар Абылайұлы. Мое имя Бимолдин Еділ Назымбекұлы, оператор телеканала СТ, город Сатпаев. У меня такой вопрос. Что происходит на рынке электроснабжения в городе Сатпаев и какая работа ведется в этом направлении? Спасибо за вопрос. Ну да, действительно, нам, значит, с апреля месяца зашла на рынок компания ТО «Казэнергоцентр», которая предложила тариф ниже, чем жесткозганное. Но здесь, как говорится, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Так и жители наши вот пошли туда, где им выгоднее. Но через некоторое время, вот как и в соседнем Жезказгане, жители начали обращаться по поводу так называемых двойных квитанций от Казэнергоцентра и от Жезказганэнергосбыта. Значит, что мы сделали в этом направлении? Здесь, значит, в первую очередь подключился общественный совет, который провел встречи с жителями. Проведена встреча, была организована встреча и филиалом Национальной палаты предпринимателей, и филиалом партии Нур Отан, где были даны четкие разъяснения. Во-первых, энергоснабжающим организациям рекомендовано не ущемлять и не нарушать прав и законных интересов потребителей, не допускать недобросовестной конкуренции и действовать согласно правилам действующего законодательства. Здесь как бы мы не можем вмешиваться, то есть это конкурентный рынок, мы не можем ограничивать деятельность какой-либо компании, поэтому до жителей было доведено, что каждый житель вправе свой выбор сделать сам. Здесь, что касается я знаю, что много вопросов касается они двойных квитанций. Здесь мы жителям даны были рекомендации, что каждый житель вправе пойти в любую из энергоснабжающих организаций, написать заявление о расторжении договора и пойти в новую компанию, там закрепиться. То есть здесь элементарно, то вопрос двойных квитанций исключается. Также мы вот при филиале партии Нур Отан, значит, общественная приемная работает, где есть юристы, куда может обратиться каждый житель за получением консультации. Вот таким образом этот вопрос решается. Пожалуйста, будут ли еще вопросы? Сурах барма? Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем брифинг. Позвольте поблагодарить всех присутствующих на брифинге. Ожидаем вас 13 октября на брифинге уже с акимом города Балхаш Аглиуллиным Александром Минвалиевичем. Уважаемые телезрители, все интересующие вопросы вы можете направить на электронную почту, указанную на экране. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Всего наилучшего. Осымен бізге бөлінген эфирлік уақыт тәмамдалды. Біз сіздермен келесі бейсенбіге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.